что пока мы сидим, проблема-то дальше существует. У меня есть обращение к Гуцериеву, и я знаю, что до него дошло. 7 миллиардов денег он выделяет на Ингушетию, на восстановление башенных комплексов. И огромные потоки идут через Султыгова, султана, который камень, новоделы вот это делает, который. Но это был он может быть, он, наверное, раствор подносил испанским мастерам. Он сам о себе придумал историю. Этот человек сегодня, когда говоришь, покажи, что ты построил в Испании, он говорит, у меня телефон украли, и все фотографии там остались. Это серьезно так? То есть, и сегодня он приглашен Гуцериевым, лично с ним, он выделяет бешеные деньги, школа мастеров, зодчих, каменного зодчества, эти деньги прокатывают. Это тот человек, который я выставлял его слова, как он оскорбляет чеченский народ. Грязными словами, матами, со всеми вот этими вещами. И этот человек, и он рассчитывает, что я буду с ним зюзюкаться. И я поэтому, естественно, должен Гуцериев не желать, чтобы рядом с ним был вонючий человек, от которого воняет, потому что он провокатор, он есть грязный человек, он ведет себя недостойно. И Гуцериев должен свое окружение почистить. Как от всех, которые там сидят, эти кровопийцы, на разные проекты, но суть этих проектов, как можно больше украсть этнографии, истории, еще каких-то культурных вопросов, больше украсть у чеченцев и выдать это за ингушское наследие. Вот и все осваивание этих денег. Понимаешь? Мы сейчас упустили вопрос, я считаю, что очень серьезно упустили вопрос. Сейчас планируется проведение съезда молодежи России и Грузии в Назрани, в Магасе. То есть, почему? Мы сегодня берем искусственно, предоставляем площадку Ингушетии, а мы... Подожди. Юни, насколько я знаю, между Грузией и Россией дипотношения с 2008 года прерваны. Каким образом? Нет. Причем здесь дипотношения? Сегодня грузинские граждане могут без визы приезжать в Россию. Это факт? Факт. Это факт? Я понял. Да. Все понял. То есть люди приезжают в Грозный на конгрессы историков, кавказоведов, приезжают, тоже все эти приезжают. То есть это не проблема. И сегодня в качестве дипломатии, сегодня же политика, она меняется, как-то идет каждый день. И сегодня вот они пробили вопрос молодежи. Ты понимаешь, что это? Это площадка для балаболов опять выстраивать своими комплементарностью, лживыми заявлениями, лживыми утверждениями. Это сколько грузин уедет утвержденными благодаря этим балабольским, лизоблюдским этим поступкам, им вещам, их речам, если на это не обращать внимания, если власть допустит эти вещи. Сколько уедет грузин, уверенные, что чеченцы у них украли землю. Что чеченцы это такие подлые, там еще что. Надо об этом думать. И потом это новое поколение руководства. Но если это будет в любом случае, я не знаю, если там будет научный симпозиум, если будет такого рода доклад, я не знаю, во-первых, если это будет проходить... Не будет такое, Башлам, там не так будет. Там если в устном формате, да, устно, застольями это. А так, что будут представители со всей России, там будут из Москвы, и оттуда, из Грозного наверняка будут. И вот теперь наша задача, чтобы именно которые поедут на этот съезд, конгресс молодежи России и Грузии, наши, которые едут, именно отслеживали эту ситуацию, чтобы понимали, держали на ветру нюх, чтобы этих вещей непозволительно было. Но просто я считаю, что на сегодняшний день почему такую площадку не сделать было в Грозном? Почему? Это намного... Я не знаю. Я не знаю. Но я говорю, вот мы вот такими вещами мы упускаем вот эти моменты, а балаболы свою работу продолжают и делают. Поэтому, да, я в принципе тебе всю ситуацию рассказал.